Впервые съезд финно-угорских народов открыт в Республике Коми. Второй день проходит в Сыктывкарском государственном университете. Сегодня участники обсудят вопросы экологии, здоровья, этнокультуры, этнотуризма и развития финно-угорских языков. На шестой съезд финно-угорских народов съехались 210 делегатов из 42 регионов России. Я приехала для того, чтобы посмотреть, чем живут другие национальности нашей большой России, нашей большой страны. И хотелось бы узнать, чем они занимаются. Гражданская идентичность и этнокультурное многообразие – тема форума в 2017 году. Дискуссии ведут представители общественных организаций, органов власти и бизнеса. Мне понравилось выступление представителя НАУ, конечно, насколько они с любовью относятся к своему делу. И, может быть, даже где-то выступающая достаточно критически, может быть, относилась. И вот понравилось, насколько они вышли вот на такой коллективную форму СПК, как они занимаются оленеводством. И в оленеводство вкладывают смысл, в том числе культурологический. На секциях участники форума представили свою культуру. Затем каждый из присутствующих высказался и внес свои предложения. Это интересно. Очень хочется поделиться опытом проведения финно-угорских мероприятий на территории Москвы и Московской области. Перенять опыт у других людей, что они проводят. Финно-угорские народы считаются самой крупной этноязыковой общностью в Европе. В нее входит 24 национальности, и 17 из них проживают на территории России. В моем регионе проживает где-то около 12% представителей финно-угров. Любой съезд, он, конечно же, ставит задачу, это первое, поделиться опытом, мнением, проблемами. Вот. Ну и второе, это дать какой-то новый толчок хотя бы на 4 года, чтобы мы поднимались и поднимали свое самосознание. Во время съезда работали 7 секций. В конце приняли резолюцию, одним из главных итогов которой станет создание молодежного крыла ассоциации. Виктория Лихачева, Александр Кочкин, учебное телевидение СГУ.